Я буду на экране виден или нет? Да? Меня не видно будет. Сейчас уже вас видно, слышно. Все уже видят, слышат. Да, можно начинать? Уважаемые коллеги, добрый день. Мы начинаем наш семинар по поводу итогов Олимпиады школьников. Как муниципальный этап мы провели с вами до Нового года. Сейчас будет республиканский этап или региональный. Значит, хочу напомнить, чтобы было меньше вопросов. Тесты олимпиадных заданий по теории даются в 9 часов утра, вот в этот день, когда мы начали Олимпиаду. То есть мы эти тексты не видели. Далее, практическую часть дали накануне из Москвы, выделяется нам буквально время, за полдня до начала Олимпиады, и сами эти задания были предоставлены в 11 часов дня накануне. Поэтому мы только успели подготовить зал, или там гимнастический зал для вот этих испытаний, практической части. Вот и все. Поэтому вопросы у вас, когда были к нам, вот почему этот вид, почему тот, ну вот получается, что задания именно приходят нам из Москвы, целевые. И то, что мы успели сделать, это буквально вот у нас получилось, что действительно, мы, конечно, ожидали, будет и баскетбол или еще какие-то виды, но лыжные гонки там предлагаются, легкая атлетика, но за полдня не успеем, и вы не будете готовы, и поэтому мы всегда пытаемся использовать те виды состязаний, комиссия, которым вы будете все готовы. Но не будем же мы сейчас за полдня искать у вас лыжи, палки и там мази всевозможные, это очень тяжело. Поэтому мы выбрали задание футзал, часть задания и баскетбол, и гимнастика, как обычно мы проводим. У нас к этим видам, как правило, все вы готовы вот для выступления. Ну, пожалуйста, если теоретическую часть, я что хочу сказать, вы выполнили более-менее достойно. В 9 классе у школьников были чуть-чуть похуже ответы, а в 10 классе чуть получше, и в 11 классе, конечно, более достоверные ответы были. Уже больше знаний, конечно, и более точные ответы вы дали. Какие ошибки были? С заполнением были ошибки у наших участников, там, когда зачеркивают несколько позиций, а хотя должна быть одна позиция. И, конечно, были сложные задания, те задания, которые, в общем-то, надо было на мышление. Допустим, кто забил первый гол на футбольном чемпионате в Москве? Вот, все Дзюбу, потому что Дзюба у всех на слуху. На самом деле забил Газинский. Вот эти вещи, конечно. Даются задания обычно события спортивные этого года, прошедшего 2018 года. И, конечно, смекалку. Вы все видели, задания были сложные, я хочу сказать. И то, что победитель набрал 26 баллов из 40, это очень отличный ответ, неплохой, так как действительно очень сложное задание. По практической части на следующий день замечаний не было, были ошибки ваших участников в том, что если по футзалу попадания были в ворота процентов 75-80, но то, что по воздуху не били, надо было внимательно читать. По земле катили некоторый мяч, и поэтому задание четко надо читать. Но вот баскетбол, конечно, очень слабо. Большинство участников, никто из 4 мяча не попал в баскетболе, хотя баскетбол вы готовитесь постоянно. Видимо, волнение сыграло. И, конечно, были ошибки ведения мяча, всевозможные. Судьи все это учитывали. На каждом виде стояло по 5-6 судей. Они следили каждый по свою часть и отмечали. И в итоге ошибок, в принципе, не было никаких со стороны судей, только были со стороны участников. Далее, вот игровая часть, она давала 40 баллов победителю. И, конечно, на следующий день гимнастика. В гимнастике были вопросы ваши, почему там набрал столько или столько-то баллов. Мы делили на 2 части. Не мы делили, нам должно было делить. 10 баллов набирал за исполнение элементов, последовательность обязательно учитывалась. И, конечно же, 10 баллов за технику исполнения. Поэтому судьи посчитали, считали и так, 2 вида. И суммировалось, и получилось где-то даже от 5-6 баллов набирали из 20 возможных до 19,7. То есть одна девушка набрала очень много, победительница в этом виде. Действительно, почти идеально исполнила все элементы и качественно
И, конечно, технику тоже учитывали судьи. Вот таких вот замечаний судей к участникам не было. Все отлично выступали, вели себя достойно, докладывали, уходили с ковра качественно. И поэтому вопросов у судей к участникам по поведению или там, допустим, по нарушению каких-то правил не было вообще. То есть вот большое спасибо всем нашим педагогам, те, кто готовили своих участников Олимпиады школьников. Ну а сейчас, пожалуйста, вопросы, какие ко мне есть. Если кто-то меня видит или кто-то смотрит, пожалуйста, задавайте. Мы попытаемся ответить на них. Ну, если нет, тогда я могу сказать о теоретической части. Она, конечно, всегда сложновата для участников, потому что действительно много нужно читать литературы и методической, и, в общем-то, как сказать, знания какие-то, протоколы, методическая литература, это само собой. И, конечно, на наш взгляд, знания были слабые именно по теории и методике физического воспитания. Если какие-то даты и победители вы еще называли, или какие-то события, то вот по теории и методике, конечно, они всегда будут, эти вопросы, и на будущее надо уделить этому внимание. Были вопросы по физиологии спорта, по психологии иногда бывают. Часть, я думаю, что вы уже обсудили со своими участниками, конечно. Ну и вот по методике методы очень слабенько знают, качества физические, двигательные действия. Вот такие вот вещи, конечно, надо будет вам на будущее подготовиться лучше выполнять. Ну и, конечно же, еще вопросы были у нас очень, мы недовольны были. Судьи, не то, что мы недовольны, мы не можем быть недовольны. Мы оцениваем как положено, нам даются ключи, и мы оцениваем вашу работу именно согласно ключей. Да, нет, да, нет. Конечно, очень эти задания были такие сложные, я имею в виду 21, 22, 23, когда нужно было указать все виды состязаний или упражнений. Мы называем их задания с перечислениями. Они, конечно, очень много баллов дают, и здесь, конечно, нужно иметь, может быть, даже сказать, базовые знания нашим участникам Олимпиады, чтобы вот на эти все вопросы ответить и по ГТО, и по видам спорта, те, которые в олимпийских состязаниях у нас присутствуют. Но так, в целом, мы довольны. Вот я гляжу и на итоговую таблицу победителей. Вот победители у девушек, если взять, действительно, самый лучший балл набирают люди свыше 80 баллов. Я считаю, что когда будет и уже подведены итоги полностью по стране, то действительно больше 80 баллов, как обычно, эти же участники попадают на Олимпиаду уже всероссийскую. Вот у нас больше 80, у девушек только одна набрала девушка, и вот еще, вторая 80,5 балла. Поэтому вот эти две девушки, на мой взгляд, они могут попасть на Всероссийскую Олимпиаду. У школьников, у юношей было получше выступление. У них свыше 80 баллов набрали несколько человек. И, конечно, чем они отличались, что у юношей очень неплохо подготовились во многих школах к гимнастическому испытанию. Если у девушек были, конечно, пробелы в гимнастике, то у юношей были более качественные выступления по гимнастике, что мы, судьи, на это и отметили. Вот. Были, конечно, отстающие, в основном это те, которые в отдаленных районах живут, где нет даже, может быть, и гимнастических матов всевозможных, или там игровые залы не очень, как сказать, комфортные, поэтому это уже недостатки именно сельских школ. Городские школьники более удачнее выступили, действительно, там условия получше для подготовки. Но в целом мы каждый год, наша комиссия готовит вам муниципальный этап, и мы стараемся угадать те направления, что будут у нас на республиканских этапах региональных. И, в общем-то, мы всегда почти последние лет 8-10 как-то направление заданий предугадываем, можно так сказать. Анализируем те, что были за 10 лет задания, по теории части, и, в общем-то, четко соблюдаем рекомендации, те, что нам даются из Москвы на составление муниципального этапа. Вот такие у меня по Олимпиаде замечания. Но в целом мне понравилось в этом году, что поведение юношей ответственно, никто не опаздывал,
все четко знали свое место, выходили вовремя, и, в общем-то, наши участники меня порадовали тем, что все было четко, слаженно и без всяких эксцессов. Пожалуйста, вопросы. Я готов ответить. Да, я не представился, может быть, или уже забыл. Значит, Голов Владимир Александрович, председатель жюри регионального этапа 2019 года. Ну, все, кто приезжал, помнят, наша команда жюри уже много лет почти в том же составе, что и в этом году было. Профессионально подбирали четко специалистов игровых плана и гимнасты, те, которые занимаются, мастер спорта по гимнастике и по фигурному катанию, кандидаты в мастера. То есть те люди, что ведут у нас гимнастику в ВУЗе, преподают и, конечно же, достойны оценивать качественно выступления ваших подопечных. Это, конечно, вот у нас такая вот бригада. Ну, я скажу, что лучшие специалисты, они именно в составе нашего жюри в этом году были. Я не знаю, слышат меня или нет, есть ли вопросы ко мне. Но мне вопросы никто не задает. Значит, нету, да? Ну, я подожду еще. Если кто-то меня видит и слышит, если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. То есть у нас время не ограничено. Нет, но если нет вопросов сейчас, то уже... И потом уже не будет, да? Может, они уже и забыли. Но я сколько мог высказал, минут 15 там, все вкратце. То есть мы в эфире, да, я так понимаю, в прямом. Значит, это, может быть, забыли. Может, я так сам для себя все это рассказываю. Коллеги, кто меня слышит, пожалуйста, хотя бы один вопрос, но задайте. По существу, по организации. Может, вам не понравилось что-то там, оборудование, может быть, еще какие-то вопросы. Но я считаю, что в этом году качественно все проведено было. Организация была четкая. А, есть вопрос? Да, хотят увидеть вопросы теоретической части. Теоретической части? Ну и как сейчас? Текст олимпиадных заданий вот тут есть на этом. Вот. Но они почему-то надо позвать этого айтишника. Нажимайте. Сейчас, минутку. Вот вопросы, пожалуйста, если хотят. Ну, как это их? Они вопросы хотят или ответы? Ну, я думаю, что мы сейчас, я напишу, что вопросы будут скинуты. Все, уже не надо. А? Все, не надо. Не надо, да? Закрыть? Да. А что он там пишет? Ну ничего, просто вопросы теоретической части. А. Ну, можно и выставить. Вы выставили, да? Нет, вопросы я пока не могу, после 7 марта только вопросы. Что? После 7 марта могу А. вопросы. Ну, напишите им, что после 7-го. А здесь вот у меня это только я вижу, да? Нет, они тоже... Они тоже видят? Ну, то напишите ему медленно это. Нет, все уже. Хорошо, ладно. Еще есть вопросы? Нет, все.
Ну, кто-то, видимо, взглянул. Так что свинчивать, да, Людмила?